В последнее время в социальных сетях распространяется мем с призывом жителей вкладываться в лимоны, имбирь и чеснок. Публикация хоть и с юмористическим подтекстом, однако доля правды в ней есть. Из-за эпидемии коронавируса данные продукты получили статус народного лекарства. А огромный спрос всегда граничит с искусственным завышением цены. Лимон и чеснок подорожали в разы, а самое главное, их не так легко найти, ведь прилавки опустошают мгновенно. Если лимон и чеснок найти сложно, но возможно, то заморский имбирь в стране почти сравним с золотом. Цена на этот продукт возросла в десятки раз. Вместо привычных 250-300 рублей его стоимость уже достигает 4000 за килограмм. И это не только в нашем регионе, а в целом по стране. Многие предприниматели специально отказываются от закупки этих продуктов. Это стало невыгодно и, кроме того, стимулирует к дальнейшему росту цены. Кажется, просто дефицит произошел из-за того, что люди начали брать вместо одной пачки 10 пачек. Лимоны десятками, там 10-15 штук забирали. Имбирь килограммами забирали. Поэтому, наверное, не знаю. А скажите, а в вашем магазине есть имбирь, чеснок, чтобы купить? Нет. С первого дня карантина мы ни лимоны не берем, ни имбирь не берем и чеснок не берем. А по какой причине вы сейчас не По продаете? той причине, что очень завышенные цены. Завышенные цены на оптовом рынке, потом нам придется добавлять какие-то свои проценты. И что получится, я не знаю. Просто проклятие народа останется все. Сода – продукт, который был в каждом доме, теперь единорог среди товаров. Из нескольких больших продуктовых магазинов республики лишь в столичном маркете ее удалось найти. Дефицит связан опять-таки с недостоверной информацией, которой пестрят социальные сети. Люди в буквальном смысле боятся остаться без нее, поэтому закупают этот белый порошок ящиками. Скачок цен на некоторые товары продавцы объясняют просто. Поставщики поднимают цены, а повышение закупочной стоимости в свою очередь вынуждает делать небольшую надбавку. У нас есть два вида разновидности соды. Дефицита мы не чувствовали, потому что у нас она всегда была. А как по-вашему, почему вот имбирь, чеснок и остальные вообще товары, они дорожают? Ну, наверное, потому что поставщики их поставляют уже дорого. Вот недавно к нам пришла сода, но она подорожала на 2 рубля. Это, по-моему, незначительная сумма. В стране целебный статус имеет все вышеперечисленные продукты. Однако медики считают, что если эти продукты и помогают жителям от болезни, то только своими витаминными свойствами. А употребление в больших количествах могут даже навредить. Имбирь может при температуре, его, конечно, нельзя кушать из-за того, что сам имбирь повышает температуру, усиливает кровоток. И чеснок, лук то же самое может усугубить при язвенной болезни, обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. В принципе, надо быть осторожными с этим. Вот эти продукты, конечно, могут повышать иммунитет, но во время простуды и даже при любом вирусе это не поможет. Просто как дополнительно народные средства для повышения иммунитета, как дополнительно, как витамин С, это можно употреблять, но чтобы вылечиться от нового вируса или других типов вируса, это, конечно, не лучшие средства. Специалисты уверены, что есть только один метод бороться с искусственным завышением цены. Это заменить тот или иной продукт на подобный или вовсе отказаться от него. Ведь правило «спрос рождает предложение» действует всегда. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.